Здравствуйте, уважаемые участники нашей рабочей встречи. Меня зовут Демидова Раиса Альбертовна. Я председатель общественной организации «Родительское сообщество Татарстана РОСТ». Я бы хотела рассказать вам о том, к чему привело выполнение поручений Владимира Владимировича Путина на практике. Сразу обговариваю. Я предпочитаю по минимуму вдаваться в политику, потому что мы не политики, мы прежде всего родители. И я знаю, что многие родители будут возмущены. Я сразу говорю, что не буду говорить о классических перегибах в школах, потому что обычно эти перегибы решаются обращением в прокуратуру. Они бывают, но они решаемы. Просто о том, что в принципе происходит в школах, которые стремятся помочь нашим детям, которые стремятся сделать так, чтобы они получили хорошее образование, где хорошие директора, где, в принципе, с пониманием относятся к ситуации. То есть предлагаю не политизировать вопрос в принципе. Итак, в прошлом году после поручения Владимира Владимировича Путина в Республике Татарстан сделали попытку перейти к добровольному изучению родных языков и региональных государственных языков. Процесс, как вы все знаете, оказался крайне сложным. В середине учебного года нашим школам пришлось составить совершенно новые учебные планы. Им пришлось разработать новую учебную программу, рабочую программу по предмету родной русский язык, что вообще, в принципе, за одни каникулы, которые длятся одну неделю, осенние каникулы, сделать невозможно, я считаю. Им пришлось разработать полностью календарно-тематическое планирование. У учителей татарского языка, как я понимаю, тоже возникли сложности, потому что программа, которая до этого была рассчитана в одних школах на 4 урока, в других школах на 5 уроков, в зависимости от года обучения, ее пришлось каким-то образом укладывать в 3 урока. Я предполагаю, что это тоже была очень большая работа проделана. Но поскольку я все-таки общаюсь с русскоязычными родителями, мы поговорим о том, что было с детьми русскоязычных родителей. Итак, в экстренно разработанных и утвержденных учебных планах предметы родной язык и литература на родном языке оказались в обязательной части учебного плана. Что это значит? Это означало, что предмет родной язык и родная литература обязателен для изучения, обязателен для посещения, независимо от образовательных потребностей учащегося. То есть все, он находится в обязательной части учебного плана. Но при этом родители были вправе решать, какой именно язык будет ребенок изучать на предмете родной язык. В общем-то, то, что сейчас предлагают в республике наши в качестве поправок к законопроекту. При этом выбор языка, который ребенок будет изучать в качестве родного, был ограничен возможностями школы. Как вы понимаете, специфика нашего региона такова, что в подавляющем большинстве школ на выбор для изучения языка в качестве родного было представлено ровно 2 языка. Либо русский, либо татарский. В результате самыми первыми столкнулись со сложностями те дети и те родители, даже, скажем, те семьи, для которых ни русский, ни татарский язык не является родным. Это очевидно. Разрешите, я зачитаю вам одно из писем, которое пришло в адрес нашего сообщества. Я сразу скажу, здесь изменен язык для того, чтобы не вычислили ребенка. Дело в том, что родители крайне боятся того, что со стороны школы будет давление. Оно идет. И, Павел Анатольевич, я вижу, вы улыбаетесь, но тем не менее давление идет. У нас в школе давления нет. Я знаю, я отношусь к вам с глубоким уважением. В принципе, мне ваша позиция очень симпатична. Я понимаю, что то, что вы решили, раз вы обещали учителям, что они будут работать и что они будут преподавать татарский 5 уроков в неделю, то вы должны выполнить это обещание. Вы директор школы, я вас прекрасно понимаю. Вот. Но тем не менее у нас не все школы могут похвастаться принципиальными директорами. И, в общем-то, даже порядочными директорами не все школы могут похвастаться. Поэтому, в общем, мы имеем ситуации самые разные в самых разных школах. Так вот, я зачитаю вам это письмо. Я уже плачу, у меня настоящий нервный срыв. Помогите. Мы дома говорим на чувашском, по-русски тоже. Все упирается в возможности школы. У школы учителя чувашского нет и не будет. Я подписала заявление на русский, а муж против. Он согласен только на чувашский. Но ребенок же не виноват. А директор вообще говорит, так как из всех 7 классов вы одна написали заявление на русский, бухгалтерия не может на одного ученика открыть группу по родному языку.
Поэтому либо переписывайте заявление на татарский язык, либо идите в другую школу. В принципе, ситуация достаточно распространенная, но, я говорю, опять-таки, обращением в прокуратуру она решается. Сейчас вопрос не об этом. Как вы видите, и дети, и родители возмущены и удивлены тем, что их ребенка фактически принуждают называть родным языком тот язык, который родным для него не является. У ребенка родной язык чувашский. На выбор дают русский или татарский, и он его должен изучать в качестве родного. Ну, в принципе, наверное, многие испытают некоторое такое неприятие из-за того, что ему предлагают подменить один язык на другой. Не посещать этот предмет он не может, потому что предмет в обязательной части учебного плана. И если ребенок откажется посещать этот язык, то он будет не аттестован. Как показала практика семьи Тарасовых, дальше на родителей напишут заявление в комиссию по делам несовершеннолетних, будет вынесено решение о том, что родители ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности. Возможно, будет наложен штраф. Если родители принципиальные пойдут дальше, то возможно увольнение. Естественно, ни один ребенок не хочет представлять своих родителей. Естественно, сами родители на это не пойдут. В результате они вынуждены писать вот это вот заявление. Они вынуждены писать, что у ребенка является родным язык тот язык, который на самом деле родным для него не является. И это все происходит из-за того, что данный предмет находится в обязательной части учебного плана. Если его вынести в вариативную часть учебного плана, которая тоже является обязательной для посещения, то другие дети в это время могут изучать другие предметы. Проблема будет решена. То есть, если школа не может предоставить ребенку для изучения его родной язык, пожалуйста, ему либо заменяют этот предмет другим уроком, либо подстраивают расписание таким образом, что предмет родной язык оказывается либо первым, либо последним. И ребенок этот предмет не посещает. С условием того, что у нас во всех школах шестидневка, ну, практически во всех школах шестидневка, я меньше десятка школ знаю в Татарстане, в которых сейчас есть пятидневка. У нас у всех детей хватает часов на аттестацию. Просто, в принципе, хватает. И от того, что ребенок не будет посещать вот эти 3 урока родного языка, не изменится ничего в плане того, что он может закончить школу. То есть ему хватает вот этих вот часов. Сейчас он не может это сделать. В Казани в качестве родного преподается только 3 языка на выбор. Русский, татарский и иврит. Это одна единственная школа в городе Казани. Правда, есть еще международная школа, там в качестве родного вообще изучается английский язык, что тоже очень интересно, но как бы вот. Дело в том, что у нас родители пытались обратиться в школу и сказать, что давайте вы нам будете в качестве родного языка преподавать либо английский, либо немецкий. Во всех школах сказали, это не язык народов России, это иностранный язык, поэтому мы не можем вам его преподавать. В международной школе его могут преподавать. Но это отдельный вопрос. При этом в городе, я специально подняла статистику, проживают дети более 115 национальностей. По факту все дети, чьим родным языком не является один из этих 3 перечисленных, принуждаются к изучению неродного языка в часы родного. Я думаю, все это понимают, это очевидно. В школах Республики Татарстан, не включая Казань, преподается 6 языков нашей национальной страны. Это татарский, русский, мордовский, удмуртский, марийский и чувашский. Я делала запрос в Министерство образования и науки Республики Татарстан, мне дали эту выписку. Проживает на территории республики дети более 170 национальностей. Опять же, все те, кто не вошел вот в эти вот 6 национальностей, принуждаются к изучению неродного языка. Это происходит вопреки конституционным нормам, вопреки поручениям Владимира Владимировича. Это очевидно. Перенос родного языка в вариативную часть учебного плана, при этом он остается обязательным для изучения, для всех, кто его выбрал, означает то, что таких вот перекосов не будет. Вторыми под удар попали, как ни странно, дети из русскоязычных семей. Казалось бы, им всем дают возможность, полную возможность изучать русский язык в часы родного, и тем не менее. Дело в том,
том, что вы, наверное, все с этим согласитесь, наши русскоязычные дети уже изучают свой родной язык в часы русского языка. Я специально подняла глаз и сравнила требования, которые предъявляются к результатам усвоения предмета русский язык и предмета родной язык. По факту мы получили, что в процессе изучения русского языка наши дети точно так же выполняют и усваивают то, что надо усвоить на предмете родной язык. Они включаются в культурно-языковое поле своего народа, они обогащают активный потенциальный словарный запас, они овладевают культурой, владение родным языком и так далее. То есть фактически им навязывают еще один предмет, изучением которого они уже занимаются на предмете русский язык. Как только количество русского языка в наших школах довели до нормативного, все, наши дети одновременно получили и русский язык, и родной язык в достаточном количестве. Но поскольку нам всем ввели еще одну искусственную разновидность русского языка, причем в обязательную часть учебного плана, нам автоматически сократили вариативную часть. Вариативная часть – это предмет по выбору. Это то, что должно обеспечивать индивидуальные образовательные потребности ребенка. Сейчас этой части практически нет, зато у нас есть расширенная обязательная часть учебного плана. Нововведенные уроки родного русского языка превратились фактически в профанацию. Проблема первая. На уроках родного русского языка и литературы нельзя изучать и углублять программу обычного русского языка и литературы, поскольку в противном случае дети, которые выбрали для изучения родной татарский язык, станут отставать по программе. То есть мы не можем идти по обычной программе. Более того, в классах родители детей, которые выбрали татарский язык, возмущаются, если начинается углубленное изучение русского языка, поскольку они, в принципе, вполне логично предполагают, что в таком случае наши дети будут подготовлены к ЕГЭ лучше. Проблема вторая. Программа по родному русскому языку и литературе не должна пересекаться с программой по обычному русскому языку и литературе, так как иначе будет идти дублирование курса на двух разных предметах, и учебное время детей будет расходоваться впустую. Проблема третья. Примерной рабочей программы для начальной школы не существует. Рабочая программа по русскому языку для среднего звена была разработана только после Нового года. При этом всю вторую четверть наши дети учились практически без программ. В школах пытались разработать, но централизованно этого не было. В начальных школах ее нет до сих пор. Проблема четвертая. В примерной рабочей программе по литературе на родном русском языке не существует до сих пор ни для начальной школы, ни для среднего звена. Просто, в принципе, ее нет. Проблема пятая. Ни одного учебника ни по родному русскому языку, ни по литературе, по родной литературе в федеральном реестре учебников нет. Использовать учебники, которые не входят в реестр, мы не можем. Школы не могут. В результате дети должны либо записывать очень много материала под диктовку, но некоторые решают вопрос тем, что дают на уроках раздаточный материал, либо, в общем-то, вообще непонятно, как и почему учиться. Проблема шестая, тоже очень интересная. Я обращалась в Министерство образования и науки Российской Федерации, но ее до сих пор не решили. Дети не могут сдавать в качестве экзамена по выбору родной русский язык. У нас есть приказ номер 1394 от 25 декабря 2013 года об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Согласно этому приказу, экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной литературы, проводятся на русском языке. На каком языке сдавать экзамен по родному русскому языку непонятно. На русском нельзя. В итоге курс родного русского языка и литературы оказался в лучшем случае чисто культурологическим, не имеющим к русскому языку и литературе абсолютно никакого отношения. Это, в свою очередь, резонно вызвало возмущение уже русскоязычных родителей. Дело в том, что наши дети не собираются быть поголовно культурологами, филологами или этнографами. Среди них, как среди любых других детей, есть будущие врачи, информатики, математики, физики, спортсмены. И наши дети здесь и сейчас лишены возможности изучать востребованные ими предметы в учебное время, поскольку вариативной части у них фактически нет. В
первых классах зачастую ее нет вообще. В старших классах, ну, например, во втором классе, нам оставили 1 час вариативной части вместо положенных 3, несмотря на 6-дневку. То есть все наши дети обязаны расходовать свое учебное время на изучение обязательного предмета родной русский язык и родная литература в ущерб предметам, которые они могли бы изучать в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. Фактически они лишены возможности развивать свои индивидуальные способности за счет учебного времени. На практике это выливается в то, что потом после школы мы отдаем наших детей в кружки, зачастую в платные кружки, где они идут заниматься той самой математикой углубленной, физикой углубленной, там, роботехникой углубленной, потому что в школе это сделать невозможно. В школе у нас родной русский язык и родная русская литература. В одной из своих речей наш президент Владимир Владимирович Путин говорил о равных стартовых возможностях для каждого ребенка, о возможности развития индивидуальных способностей детей. Он, в принципе, не поручал, сейчас, извините, заканчиваю, заменять национальные языки на несуразные и ненужные детям предметы без программы, методики и учебников. Я вам еще один пример быстренько из жизни приведу. Одна из школ города Казани. Ребенок освоил ту же программу, что и ребенок города Москвы. Он освоил ее на отлично. Все четверти на 5, годовые 5. В Москве такими детьми обычно гордятся. Им в торжественной обстановке вручают грамоту, их хвалят, их поощряют. В Казани ребенка перевели в следующий класс условно из-за того, что им не освоен учебный предмет, родной язык и литература. Дело в том, что родители принципиально отказались писать заявление, которое идет вразрез с образовательными потребностями ребенка. Они посчитали, что, написав такое заявление, они как раз-таки ненадлежащим образом выполнят свои родительские обязанности. Они напишут заявление, которое ухудшит положение их ребенка. Тем не менее, формально оказывается, что это сейчас, не написав заявление, они ненадлежащим образом выполняют свои родительские обязанности. В результате, я говорю, ребенок переведен в следующий класс условно. Это нормально? Я считаю, что это абсолютно ненормально. Были и другие выходы. Часть родителей, в том числе я сама, перевели своих детей на семейное обучение. Семейное обучение – это отдельная сложность, вы все это понимаете. Я не буду сейчас останавливаться подробно, но по факту это означает, что либо родитель превращается в учителя, либо ребенок не осваивает программу, потому что там всегда очень большой соблазн не провести уроки, сделать за ребенка задание и спокойно закончить год без нервотрепки. Есть такое, есть. Мы перевели, вот я своего ребенка перевела и закрепила на период аттестации в городе Санкт-Петербурге, потому что я не считаю нормальным, правильным писать заявление на то, чтобы мой ребенок еще раз изучал родной русский язык. Вот. Но я не считаю, что это правильно. Я считаю, что ребенок должен учиться в школе. Он должен там учиться, у него должны быть все возможности это делать. Тем не менее, мы сейчас стоим в такой вот ситуации безвыходной. Есть еще одна часть родителей, которые вообще бросили работу, продали жилье и уехали из Татарстана. Это среди моего ближайшего окружения, кто бы и что ни говорил. Они, по сути дела, оторвали ребенка от друзей, от школы, от учителя и переехали, потому что либо образование, либо все остальное. Я считаю, что пора прекратить вот так вот играть с судьбами детей, что вот это вот делать нельзя. И для того, чтобы интересы каждого ребенка, а я предпочитаю все-таки в центр ставить интересы ребенка, а не интересы региона, не политику, не все остальное, предмет родной язык должен быть вынесен в вариативную часть учебного плана. Это единственный возможный компромисс. Только так у нас получится ситуация, когда дети, которые выбрали изучение родного языка, смогут изучать его в часы учебной, в часы учебного времени, не факультативно, как у нас многие говорят. Это обязательная программа, это обязательное время, и они будут изучать его в школьное время. А дети, для которых изучение родного языка не востребовано, могут изучать в это время другие предметы. Ну, собственно, наша организация полностью поддерживает первоначальную версию законопроекта, и мы настоятельно призываем всех, кто заинтересован в образовании детей, поддержать этот законопроект также. Спасибо за внимание. Извините, пожалуйста, что вышло из выступления.